В эфире информационная программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В Москве в День Героев Отечества глава Якутии встретился с героями России. Вместе они наметили планы на будущее. Будущие профессиональные повара из Якутии готовят для участников спецоперации. Какие деликатесы отправят якутским бойцам? Впервые в Якутии прошел конкурс любительских кинохроник «Подвиг в каждом кадре». Зафиксированы городские и улусные парады Дня Победы прошлых лет. 153 тысячи квадратных метров аварийного жилья не расселены в Якутске. Срок исполнения программы переселения предлагается перенести на 2028 год. Фестиваль «Смотри на меня как на равного» вызвал большой отклик у участников. В Нерюнгри продолжается декада ко Дню инвалидов. Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. Памятная и важная дата, чтобы вспомнить и поблагодарить всех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны и кто сейчас стоит на страже Отечества. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с героями России. Гордость Якутии и всей страны Александр Колесов, Дмитрий Куценко, Игорь Юргин, Николай Соболев и Алексей Неустроев. У каждого за спиной боевой опыт на СВО. Каждый проявил мужество и отвагу на передовой. Герои России – люди с железной выдержкой, закаленные в боях, защитники современной России. Вместе они наметили планы на будущее. Дань тому времени, все-таки 9 декабря, это такая дата специальная. Это день награждения первых героев Советского Союза было. И постепенно мы отдаем почести просто нашим предкам. Также это праздник всех воинов, защитников Отечества, не только героев. Все герои, низкий поклон павшим, ну и большое спасибо живым. И это еще день отмечается тем, что мы будем находиться в Георгиевском зале. Георгиевский зал – это зал воинов, зал победителей. И там будет еще чествовать президент и вручать звезды героев новому поколению в присутствии уже тех, кто награжден. Это такой символический день. Главы двух поселений Ленинского и Алдана вернулись из зоны СВО, где встретились с алданцами, которые защищают рубежи Родины, и передали им посылки и приветы от земляков. Продолжит тему Руслан Павлов. Мужики, огромное спасибо. Вот ваша техника уже работает, которую вы нам помогли, оказали помощь. Вот едем на передок, везем продукты. Все. Огромное спасибо. Победа будет за нами. Такие ответы с передовой поступают в адрес жителей и организаций поселения Алданского района. В середине ноября в зону СВО была отправлена очередная партия гуманитарного груза. Это выезжал гуманитарный десант совместно с главой городского поселения Ленинский, Потеруха Анатолий Александрович. То есть выехали, передали 2 автомобиля, передали гуманитарную помощь. Помимо того, что собирали непосредственно население города, еще и передали именные посылки, поэтому ребята были счастливы и довольны. Главы двух поселений лично проконтролировали адресность доставки, побывав в частях, где служат алданские ребята. Случилось так, что территориально, неся службу в разных точках, земляки встретились с друг другом, чему были очень рады. Мы встретились на военных дорогах. Здесь, ребята, Якуты, вот они мы все. Южной Якутии. Все сейчас разъедемся по своим делам. Ну, слава Богу, что мы здесь все вместе. И слава Богу, чтобы мы еще не раз так встретились. Ребята, лучше дома. Но можно и так. Всем, ребята, ура! 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 Так же самое, наше дело правое, мы победим, победа будет за нами. Алдан, огромное спасибо, что вы помните своих бойцов. Нам очень нужна ваша поддержка, мы постараемся вас не подвести. Все вернемся домой. На очереди к отправке еще один автомобиль из Алдана, который также, наполненный до отказа посылками и письмами, будет доставлен в зону СВО к новогодним праздникам. Несомненно, это согреет бойцам душу и придаст сил на боевых рубежах. Ребята скромные, много не просят, но просят в первую очередь это, конечно, средства личной гигиены, это нательное белье и так далее. То есть, ну и, конечно, для того, чтобы можно было развернуть
передвижные госпиталя, это нужны носилки, это нужны кровати, койки. И здесь, и там с нетерпением ждут завершения специальной операции, которая, без сомнений, закончится нашей победой. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Эти студенты совместили приятное с полезным. Будущие профессиональные повара из Якутии готовят для участников спецоперации. Волонтерская кухня развернулась в стенах Арктического государственного агротехнологического колледжа. Здесь уже на протяжении 4 лет студенты обрабатывают дичь, рыбу и готовят полуфабрикаты. Какие деликатесы отправят якутским бойцам на этот раз, расскажет Саргалана Неустроева. С самого утра работа в лаборатории «Агату» кипит. Порядка 60 студентов здесь задействованы в первичной обработке дикой утки, которая позже отправится нашим якутским бойцам, раненым на передовой. Таким образом, волонтеры обработают 3 мешка утки и 2 мешка рыбы. Производство практически безотходное. На съедение пойдет почти вся тушка, за исключением потрохов. А испорченная дичь послужит науке. Ее отправят ветеринарам на исследования. К слову, продукты предоставляют неравнодушные энтузиасты с самых разных уголков республики. Утка из разных улусов к нам приезжает. Мы уже 4-й год занимаемся, 2022 года, волонтерской деятельностью. На данный момент мы уже обработали где-то 4 тонны продукции. Из разных улусов она к нам поступает и потом распределяется по разным больницам, госпиталям разных городов России. И в зоны точки тоже, горячие тоже ездит. Таким образом, студенты не только радуют бойцов на передовой, но и набираются необходимого опыта. Все они будущие профессиональные повара. Кто-то будет кондитером, кто-то специалистом горячего цеха. Это не важно. База у всех одна. О пользе таких навыков говорят и сами студенты. Сегодня чистил карасей. Как разделывать этого якутского карася научился. Научился, как его правильно запаковывать. Потом еще научился утку дикую чистить. Но еще надо же курицу разделать, там индюка. Может быть, страусов научусь разделывать. И, разумеется, такой опыт пригодится и в повседневной жизни, считают студенты. А как в Якутии иначе? Неудивительно, что к подобной практике ребята относятся крайне положительно. О том, насколько студенты колледжа вовлечены в волонтерскую деятельность, свидетельствует и вот эта вот внушительная кипа. Только посмотрите, сколько благодарных писем было отправлено лично каждому из студентов от постоянного представителя Республики Саха-Якутия при президенте России. Стоит понимать, что ребята лишь одно звено всей цепочки взаимопомощи, окутавшей Якутию. Представьте, отсюда до передовой продуктовый набор, изготовленный своими руками, пройдет через множество неравнодушных людей. Как, например, здесь охотники поделились дичью, студенты ее обработали, а кто-то еще приготовит. Затем ее кто-нибудь доставит. И за 1000 километров от дома боец почувствует тепло родного края. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Письмо герою написали студенты колледжа креативных индустрий Якутска. Открытки с посланиями были оформлены фотографиями бойца СВО из Ленска Сергея Шестакова. Подробности у Даяны Федоровой. Дорогой солдат, который прочтет это письмо, желаю тебе здоровья, сил, доблести и храбрости. Эти строки студентка колледжа креативных индустрий Лилия Ермолаева посвящает бойцу. Ее отец сейчас находится в зоне боевых действий, и она понимает, насколько важна искренняя поддержка для участников СВО. Я хотела бы передать слова благодарности за то, что они так гордо защищают нашу Родину. И, конечно, бы хотелось передать им весь спектр эмоций, которые я испытываю, когда они так доблестно сражаются за нас. О важности писем для героев рассказал и приглашенный гость мероприятия, участник СВО, санитар-стрелок Сергей Васильев. В 2022 году он отправился в зону боевых действий, где получил тяжелое ранение и некоторое время провел в госпитале. Письма с родной земли стали для него большой поддержкой. Детские письма, предназначенные для военных, наших защитников, очень важных, играют большую роль, приближают нашу победу.
Письма были написаны на открытках, украшенных фотографиями Сергея Шестакова, бойца СВО из Ленска. Его позывной «Лирик», и именно так называется персональная выставка, открывшаяся в стенах музея. Сергей Иванович не только военный, но и волонтер, поэт, автор 10 книг и фотограф. Представлено более 40 фотографий, которые делятся на 2 тематические группы. Природные пейзажи и второе – волонтерская деятельность. Серия фотографий, отражающих гуманитарную миссию автора и бескорыстное служение людям. Фотовыставка будет работать до 24 декабря. Все письма уже переданы ветерану боевых действий Сергею Васильеву для отправки на передовую. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. В Якутии прошел конкурс любительских кинохроник «Подвиг в каждом кадре», приуроченного к 80-летию Великой Победы. Мероприятие является продолжением многолетнего конкурса отбора киновидеодокументов «Кинолетопись Якутии». В течение года специалистами Центра аудиовизуального наследия был выявлен ряд ранее не опубликованных кадров, на которых зафиксированы городские и улусные парады Дня Победы 70-х и 80-х годов с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Наше компетентное жюри, они отобрали на сегодняшний день 13 кинодокументов. Это парады Победы, различные мероприятия, которые проводились в эти годы в различных уголках нашей республики. Это нацеливаем, значит, на то, чтобы память наших героев, героев Великой Отечественной войны, героев специальной военной операции, она, конечно, не угасала, а крепла и передавалась с поколения в поколение. Срок исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилья предлагается перенести на сентябрь 2028 года. Законопроект сейчас рассматривается в Госдуме. Продление связано с тем, что 12 регионов не успели завершить переселение из-за роста цен на жилье и нехватки финансирования. Подробнее в следующем материале. Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда должна была завершиться к сентябрю 2025 года. Но из-за нехватки финансирования остаются нерасселенными порядка 153 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Основной причиной дефицита стало резкое увеличение цен на строительство, которые возросли почти в 3 раза. За последние годы стоимость квадратного метра в Якутске возросла достаточно сильно. Сегодня она отличается от расчетной почти в 3 раза. Если в цифрах, значит, в 2019 году рассчитывали программу по стоимости квадратного метра 73 тысячи за квадратный метр, да? Сегодня в Якутске составляет порядка 153 тысяч, да? А в арктических районах до 250 тысяч за квадрат, ну, из-за транспортных затрат. Поэтому вот эта сумма сыграла такую объективную роль повышения стоимости, и, соответственно, сегодня стоит задача, чтобы продлить эту программу до 1 сентября 2028 года. С 1 января 2017 года было признано аварийными более 4000 многоквартирных домов, где живет порядка 8% населения республики. Для расселения этого аварийного жилья, включая 153 тысячи квадратных метров по новой программе переселения, потребуется более 280 миллиардов рублей. Эта сумма основана на средней рыночной стоимости 1 квадратного метра, установленной Минстроем России на 3-й квартал 2025 года. Данная инициатива на самом деле вызывает ряд вопросов. Почему? Потому что сейчас нерасселенными остаются более 32 тысяч граждан, проживающих в 957 многоквартирных домах, что составляет 423 тысячи квадратных метров еще нерасселенного аварийного жилья, более 15 тысяч семей, это 32 413 граждан. Вот. Эти люди у нас все ждут уже как порядка 8 лет, с 2017 года. Проживание в деревянных домах когда-то считалось доступным и экономичным вариантом. Однако со временем такие дома потеряли прочность и признаны аварийными. Тем не менее, многие люди продолжают жить в таких зданиях из-за отсутствия других вариантов. Плесень, сырость и холод в квартирах, частые угрозы на возгорание проводной системы, кривые полы в подъезде. С этими проблемами жители по улице Якутская сталкиваются уже не первый год. Дом признан аварийным почти 10 лет назад. Из 40 квартир 12 все еще остаются жилыми. Дом на расселении был раньше в 23-м году, потом сказали 25-й, а теперь уже
30-м году. И не знаю, как зиму перезимуем. Каждый день сами пытаемся, пытаемся в платном порядке все делать. В квартирах холодно, потому что первый этаж, у меня ни в одной из квартир нет регистров. Все заглушены. Во всяком случае, включаем обогреватели. Выживать надо. Просто нам сказали, ждите. 30-й год ждите. Не знаю. 30-го года мы не знаем, что будет с нами. Федеральный проект «Жилье до 2030 года» для республики предусматривает финансирование в размере почти 53 миллиардов рублей, что составляет лишь 19% от общей потребности. Если не будет расселено аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, это ограничит права граждан, проживающих в этих домах. В связи с этим парламент Якутии предложил законопроект о продлении сроков переселения и дополнительном финансировании из Фонда развития территорий. Лилия Бурцева, Семен Семенов, Якутск. Чистка дорог в Ленске продолжается, несмотря на сложности в бюджетах района и города. Двухгодичный контракт, который был заключен с подрядчиком, подходит к концу. С каким финансированием он будет заключен на новый период, пока непонятно. Но обслуживание дорог остается одним из приоритетных пунктов работы городской администрации. Напомним, что на территории города сегодня работает два подрядчика. Это Техносервис, который обслуживает городские дороги, и ИП Бардаков. Он занимается микрорайонами. На следующий год прогнозы, к сожалению, и так бюджет не особо профицитный, вообще не профицитный, да, и следующий год будет еще сложнее. Но, конечно, это обслуживание дорог – это один из приоритетных пунктов нашего обращения в адрес района. С главой разговаривали, конечно, сейчас они будут смотреть свои возможности, но, конечно, дороги – это самое главное. Мы уже привыкли, что расчистка ведется достаточно качественно. Есть вопросы там по частному сектору, но мы их стараемся решать. Ну, при поддержке района, надеюсь, мы этот вопрос решим на следующий год. Сегодня в Якутии стартовало первое конкурсное испытание для претендентов на звание лучшего учителя республики «Педагогическое интервью». Это открытая беседа конкурсанта с членами жюри в формате вопрос-ответ, в ходе которой оценивается сформированность педагогического мышления, общий кругозор и профессиональная эрудиция участников. Педагоги разделены на 4 группы. Конкурс «Учитель года» в этом году проводится в 34-й раз, и свои профессиональные навыки демонстрируют 20 учителей из разных школ республики. Создаем общественные пространства сами. Школьное инициативное бюджетирование – отличная возможность для реализации проектов по улучшению окружающей среды силами учащихся. Об одном из таких пространств расскажет Вероника Таюрская. Национальная гимназия АИК Хата преображается силами учеников и учителей. Начиная с младших классов, дети участвуют в программе от Министерства финансов Якутии «Школьное инициативное бюджетирование», реализация которой началась в 2023 году. В этот раз школьники представили стенд по сохранению памяти героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Стендов много про историю всех участников, героев, которых мы выбрали сами. Все это делалось не так долго, но и не так сложно, и не так легко как бы. Это военно-патриотический стенд и место для новых планов, идей, разговоров, место для собирания всех учеников. Мы тогда создавали проект очень долго. Проект был сложный, но мы справились, спокойно выиграли этот. За 2 года действия программы было выдвинуто 133 проекта, из которых реализовано 56. Федеральный эксперт из Института финансов Владимир Вагин отметил, что Якутия показывает пример инициативности и результативности, а школьное бюджетирование – это отличный шанс заявить о себе. Школьное инициативное бюджетирование – это возможность каждому школьнику, где проходит школьное инициативное бюджетирование, выдвинуть проект, который, как часто бывает у школьников, основывается на идее, которые школьники хотели бы реализовать. Сделать этот проект в составе инициативной группы, затем презентовать этот проект, победить на конкурсе и реализовать его, увидеть его реализованным. Школа, в которой мы сегодня находимся, уже есть несколько реализованных проектов, и она по праву проводит 3-й, уже теперь республиканский фестиваль проектов школьного инициативного бюджетирования. Школьное бюджетирование – не единственная программа, чей вектор направлен на улучшение окружающей среды.
Так, начиная с 2017 года при поддержке Министерства финансов региона работает программа поддержки местных инициатив. В рамках фестиваля «Шкип» были награждены наиболее активные районы Якутии. Мы каждый год берем по 3 программы. У нас в основном в селе понятно, что дороги. Каждый год мы по этой программе делаем 3 километра дороги, освещение 2,5 километра. И каждый год мы скверы делаем. Маленькие такие сквер матери, там сквер микрорайонов. Проект школьного инициативного бюджетирования вошел в список 100 лучших идей форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». В свою очередь, школьное инициативное бюджетирование и программа поддержки местных инициатив – это отличная возможность сделать жизнь вокруг нас чуточку лучше. Ироника Таюрская, Нюрган Старостин, Якутск. В Нерюнгри продолжается декада, посвященная Международному дню инвалидов. Так состоялся фестиваль «Смотри на меня как на равного». На благотворительном мероприятии присутствовали наши коллеги. Традиционный фестиваль «Смотри на меня как на равного» всегда сопровождается творческими мастер-классами и интересными активностями. Гостей праздника ждали позитивные аниматоры и красивые фотозоны. Здесь же представители движения первых информировали о старте акции «Елка желаний» и о том, как стать исполнителем и подарить чудо детям, находящимся в трудной ситуации. Мечтателями, которые могут исполнить свои желания, могут стать дети, у которых есть диагноз УВЗ либо инвалидность, дети родителей СВО, воспитанники детских домов, ребята с ДНР, ЛНР. Также полный перечень тех детей, которые могут принять участие, можно найти на сайте «Елка желаний». И каждый взрослый может стать волшебником, который может реализовать мечты детей, которые приняли участие в этой акции. Идея проведения фестиваля «Смотри на меня как на равного» принадлежит главному режиссеру Нерюнгринского центра культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина Светлане Назарчук. Каждый год, благодаря ее стараниям, праздник для особенных детей собирает полный зал и не оставляет равнодушным ни одного человека, находящегося здесь. Сегодня наши участники выручили 310 тысяч рублей в очередной раз за наш фестиваль. В прошлый раз вырученные средства и часть этого фестиваля мы передали нашей участнице, которая всегда принимает участие в фестивале, участнице ансамбля «Ладушки» Доминике Ковалевой. И мы ей желаем скорейшего выздоровления. И все переживают и очень радуются, что все у нее пока позитивно на данном этапе. Приняло участие более 500-700 человек на самом деле. Огромное количество добрых людей в нашем городе, которые откликнулись, помогли в проведении данного фестиваля. Хочется пожелать всем здоровья, мира и добра. Яркий концерт под названием «Обнимем этот мир» вновь объединил творческие коллективы с взрослыми и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль «Смотри на меня как на равного» – это добрые улыбки, это слезы на глазах, это благодарность в душе и это вера в светлое будущее, в мир, где все равны. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Якутии стартовала продажа живых новогодних елок и сосен. Продажи начнутся с 10 декабря на территории базы Якутлесресурса по адресу улицы Кеша-Алексеева, 9/1. Ассортимент представлен в 2 категориях – ель и сосна. Стоимость от 1700 до 2500 рублей. В Минэкологии Якутии отметили, что количество деревьев ограничено, поэтому покупателям рекомендуется заранее ознакомиться с ассортиментом и совершить покупку до наступления Нового года. Привычные для многих состязания обретают новый формат. В столице стартовали всероссийские соревнования по боксу среди студентов. В ближайшие 4 дня мастера перчатки в напряженных поединках выявят лучшего. За звание сильнейшего будут бороться юниоры до 25 лет в 11 весовых категориях.
В этом году у нас участвуют будет только якутские будут боксеры, только якутские боксеры, потому что у них мы взяли только разрядников, такой боксеров, и высших учебных заведений. Это будет как проверка. Возрастные это 18-25, только участники, да, юниоры, это студенты только очного обучения в высших учебных заведениях и участники весовые категории по олимпийским весовым категориям. Это юноши и среди девушек. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.